канале Клевая Рыбалка. И сегодня я с мужиками приехал на одну из наших проток. Смотрите. Чайку пьем. Так, прежде чем приступить к рыбалке, хочу всем показать мушки, на которые я сегодня буду рыбачить. Это мне прислал их Наглей Александр. Ну, тут отчество не написано. Значит, Республика Коми, город Сосногорск. Адрес тоже не буду говорить. У него есть свой канал на ютубе. Называется «Рыбалка с Мазаем». Александр Мазай. Его еще по-другому знают. Так, ссылку на его канал даю в описании под это видео. Можете зайти, посмотреть, заказывать у него мушки. Вот такие вот мушки он сделал для меня. Ну, на вид скажу так. Выглядит очень мелко. Да, выглядит как настоящая мушка. Вот смотрите, как муха. Вот она, видите, под воду вот так опускаешь ее. Это как комар. Так, давайте измерим. 1 сантиметр. 1 сантиметр будет, да, думаешь? Сын предполагает, что где-то сантиметр будет крючок мушки. Да, и он оказался прав. 9,4 сантиметра. Мушки довольно разные. Есть даже с перьев. Да, сделаны даже из перьев. Вот есть. Это как Спасибо комар. Александру Мазаю сделал, скажем. То, что он связал папе такие мушки. Спасибо. Папа будет ловить на них. Александр, но мне кажется, для наших условий все же, конечно, нужны еще побольше эти мушки, покрупнее. То есть, ну, хотя бы так, хотя бы на 1,5 сантиметра крючки. Вот такие вот мушки нам нужны. Итак, давайте продолжим рыбалку. Спасибо Александру Мазаю за это, скажем. Спасибо. Так, ну что, чайку пьем, да? Прибыли на место. Прибыли на место. Вот, приехали. Еще, как говорится, никто не ходил. Муха не сидела. Узнайте, где мы здесь. Чаек пьем. Гаврил Яныч. По-королевски свежеват нарезал. Сейчас будет ловить королевских окуней. Пока не замерзла индиго. Ну такая ты мне. Для 4 бегать скоро. Понедельник, вторник, пельмени. Для 4. Ну, когда так вот на вот секрете вот он нын, да? Потом бак. Углах побывать, куда рыба. Так. Температура воздуха минус 8 градусов.
Приехал сегодня в сапогах Каблан. Ну что, тепло с тонкими носками. Пока. Также сегодня буду использовать диппер. Поставим камеру поближе. Здесь под диппер отдельно пробью, наверное, трубочку. В принципе, должен увидеть рыбу. Лед еще тонкий. В общем, что заметил, то что пока лед тонкий, он луч у него широкий. А когда вот лед становится толще, то этот охолот уже перестает быть так полезен, как он полезен при тонком льде, например. Опа. Так, ну что тут, Марат Исманов прислал мне крокодила. Будем пробовать ловить крокодила на эту блесну. Вот такая блесна вот. Что тут написано? Крокодил. Граммовка не написана. Так, глубина 2,5 метра. Показывает эхолот. Ага, есть. О, ушел, а. Сурванец. О, щука ходит, что ли? Подошла крупная. Что-то крупное-то. Не, это окунь. Окушара был. Хорошо, взял. О, какой. О, кто-то подошел уже к блесне. О, есть. Отлично.
сразу схватил маленький. Небольшой щуренок сразу схватил. О, есть поклевочка. Один, что ли, всего лишь? Вот есть маленький кусочек. Жирличный. О, неплохой кусок. Сегодня вяло что-то клевает. Вяло. Есть кусок.
Что там есть? Ай, сошел, а? Об край льда. Зацепился и ушел. Есть. Такое дело. Попался, который кусался. Подходил кто-то крупный. Говорят, тут вроде как неплохо клевает. Да это просто ямина. Глубочайшая. Что-то рыбу пока не видать. Есть поклевка. Ай. О. О. Какой здоровый, а. Попался. О. Даже поправить не дают удочку.